И снова всем доброе утро! Мы рады вас приветствовать на канале НТС. Сегодня мы говорим о предстоящем празднике 23 февраля. И хотелось бы поговорить об этом празднике с таким юношей, известным уже певцом Нурсултан Назыкбаев. Доброе утро! Утро доброе. Вот расскажите, пожалуйста, вы сейчас фанат очень многих и многих девичьих сердец. Вот Ой. каково это? Прям утром об этом. Да, то есть это кумир получается Ну, для них. так, не знаю, это, наверное, свойственно каждому артисту, потому что в любом жанре, не в плане музыки, а найдутся слушатели. И будь это, может быть, и взрослое поколение, или молодежь, я думаю, вот как бы потихоньку появляются свои слушатели. А вот расскажите, как это расти в такой музыкальной семье? Насколько я знаю, у вас и сестра, и папа, тем Да. более. То есть практически вся семья. Ну, часто задаваем вопрос, именно, не знаю, как обычный ребенок рос, больше просто уделял время музыке, и потому что дома, как вы сказали, что все музыкальные, и у нас бывало утро начинается с музыки, бывало наоборот, там засыпаем с музыкой. Кто кому мешал спать? Бывали такие случаи, что я утром не просыпался, что график был перегружен, и меня отец будил музыкой. Он обычно занимается по утрам, и я сам играю на духовых инструментах, у меня отец тоже духовик, и он приходил прямо в мою комнату и играл на флейте. От того, что вот звучание флейты, я просыпался и начинал дальше уже как бы заниматься с ним вместе. И То есть просыпаешься музыкой, засыпаешь музыкой. это было приятное пробуждение, и тогда, когда тебе в ухо трубой Нет, это не подъем. в ухо, прям это просто возле комнаты было, да. И я прям просыпаюсь, хочешь не хочешь, от этого инструмента, он по-любому тебя разбудит. А вот у меня вопрос. Музыкальность — это гены или был шанс избежать музыкальной дальнейшей профессии? Вы знаете, мои родители никогда не заставляли, что вот мы музыканты, и наши дети тоже должны быть музыканты. У нас был свой выбор, как бы. У меня есть братишка, который как бы и духовно развитый, в смысле он старается играть на скрипке, потом он забросил, сейчас и увлекается шахматами, да. И я этим хотел сказать, то, что никто нам не запрещает заниматься тем, что да, это мой собственный выбор, потому что я сам в детстве очень много с отцом выезжал на разные мероприятия, на концерты, и, наверное, из-за этого я сейчас занимаюсь музыкой. Это влияет в детстве как бы А вот за кадром сама вы как среда. раз сказали, что у папы 23-го день рождения. Ой, да. Это было, да, мы готовились, кстати. А что 23-го, вы да, делаете моему отцу обычно? исполняется 55 лет. Это, во-первых, семейный наш праздник, и для нас это еще и музыкальный праздник, потому что обычно мы собираемся с семьей, это, как бы, как я сказал, семейный праздник, мы сидим за столом, и начинается такое, что музыкальная пауза, там, может, кто-то хочет спеть, может, кто-то хочет сыграть, такого. Поднимаем друг другу настроение музыкальным образом. Здорово. Это тот случай, когда ты не стесняешься петь, когда тебя просят. Или совсем стесняешься и не поешь вовсе? Есть люди, которые вообще на сцене, может быть, стесняются, но кто купается там в душе, не знаю, он поет в душе. Вот расскажите, пожалуйста, вы участвовали в «Новой волне». Я думаю, что вас уже много раз спрашивали, насколько это было страшно или нет, но вот в дальнейшем вы бы хотели повторить участие в этом конкурсе или куда вы дальше планируете идти? Да, это, во-первых, это был мой дебютный конкурс, и, естественно, это очень большой опыт, и разные, я бы назвал бы это, наверное, разный пакет эмоций, да, которые ты, может быть, есть эмоции, которые ты ощущал до этого, а есть эмоции, которые ты еще не видел, или ты только ощущаешь. Естественно, это большой уровень, и это дало именно большой опыт, который немаловажно отразится в моем будущем, в моей музыкальной карьере. Вот. И, естественно, я собираюсь на другие проекты, потому что это конкурс, это такая заразная штука, что ты один раз уже поучаствовал, тебе хочется и дальше. Азарт появляется. Да, ну, это по-своему, да, это музыкальный азарт. Ну, надеемся на достижение в будущем. Если не ошибаюсь, скажем, и вне этих конкурсов твоя карьера растет, увеличивается, набирает Медленно, обороты. наверное. Да, если не ошибаюсь, вот альбом, да, собираешься в скором времени нам всем подарить? Или когда это Да, произойдет? это, как говорилось ранее, я вообще-то этот альбом должен был презентовать в прошлом году, но так как мы... Живем в Кыргызстане, ничего страшного. Да ничего, да дело не в этом, просто мы немного запоздали после конкурса, когда прилетели, это уже настал момент новогодних корпоративов, мероприятий. В связи с этим я немного не успел дописать свой альбом.
Сейчас мы работаем, осталось немного поработать над качеством, над дизайном, и я думаю, ближе к весне или к лету мой альбом будет готов. Ну, Ближе правильно, к весне лучше будет без готов. спешки, Да. зато качественно. Да, Ну. мы никогда не спешим, мы всегда добиваемся знак качества. Ну, давайте тогда не будем долго тянуть резину. Да, и послушаем, наконец, как вы поете. Просим. Как, кстати, будет называться композиция? Композиция называется «Чувства мои». Я исполнял ее в 3-й конкурсный день на «Новой волне». Вот, для наших очаровательных, милых дам. Всем отличного утра, хорошего настроения. Разбило сердце мое, ты не со мной. Забыть тебя не могу я, свежа моя рана. Живу тобой лишь одной, не вспоминая. Плыву к ответу судьбы, где ты, родная? Чувства мои ранены птицей, теряют дыхание. Мир стал пустым, небо льют слезы. Ответ твой — молчание. Любви листаю альбом, словно вчера. Все было и все прошло в красочном сне. Молчит давно телефон, мы стали чужими. А ведь недавно совсем были родными. Чувства мои ранены птицей, теряют дыхание. Мир стал пустым, небо льют слезы. Ответ твой — молчание. Без тебя нету смысла больше жить. Не смогла ты мне простить эту любовь. Чувства мои ранены птицей, теряют дыхание. Мир стал пустым, небо льют слезы. Ответ твой — молчание. Чувства мои ранены птицей, теряют дыхание. Небо льют слезы. Ответ твой — молчание. Все было так.